Пиком, наверное, разумных, приятных эмоций была моя встреча с Эрнестом Борисовичем Березкиным. Я очень радуюсь, что есть такой политик, который говорит на тех языках, на которых ему полагается говорить на данной территории. Он говорит и по-якутски, и говорит замечательно по-русски. Я вообще давно не слышала такого замечательного русского правильного языка. Во всяком случае, я думаю, что если Эрнест Борисович возглавит программу развития, продвижения и сохранения русского языка, то эта программа точно, совершенно будет качественно выполнена. У меня с ним состоялся обмен не только мнениями, но и всякими практическими пожеланиями. И, наверное, не только пожеланиями, но и теми программами, которые он берет в свою предвыборную программу. То есть что можно конкретно сделать, чтобы культура не была такая бедная служанка, которая финансируется всегда по остаточному принципу. И у этого политика есть абсолютно отчетливое представление, что культура, литература, Пушкин, Толстой, Достоевский, о котором мы с ним говорили, это не просто вечные ценности, но это те путеводные знаки и нити, которые помогают политику решить иногда совершенно, может быть, и нерешаемые проблемы. Мы как раз с ним говорили о том, как важно перечитать в сегодняшней очень сложной ситуации в мире войну и мир. И, может быть, снова, прислушиваясь к Льву Николаевичу Толстому, задать себе вопрос, как возникают войны, ненависть, сопротивление и так далее. И возвращаясь к тому, о чем я говорила раньше, не часто на российском и международном уровне ты слышишь политика, зрелого политика, который говорит отчетливо, что культура и, скажем, экономика, они должны существовать вместе. Если мы хотим, чтобы была успешная экономика, у нас должна быть грамотно выстроенная культурная политика. Вы знаете, от общих слов, наверное, надо перейти вот к чему. Есть целый ряд территорий в области культуры, которые кричат о помощи. Это территории в основном сельские или территории, которые находятся в промышленных регионах. И у меня есть впечатление, граничащее абсолютно с уверенностью, что вот в предвыборной программе Эрнеста Борисовича территория сельской библиотеки, где живут люди, где очень часто библиотека является единственным культурно составляющим компонентом территории. Вот эта позиция поддержки, налаживания, внимания, она абсолютно отчетливо обозначена. Ну, о различных других международных программах, о которых мы говорили, наверное, можно сказать коротко следующее. Есть возможность, желание и, очень важно, политическая воля придать той территории, которую он берет на себя как человек, который будет его возглавлять, вот такой международный важный аспект. И мы, наверное, даже придумали название той программы, которая может быть заявлена и в ЮНЕСКО, и в других международных организациях. Но самое главное, чтобы она была заявлена на той территории, где он собирается избираться. Это такой алмаз в короне, потому что, конечно, та территория Саха – это алмаз. И алмаз, который должен при правильной огранке, а огранка зависит от того, кто занимается этой огранкой, то есть это политик, у которого есть представление о том, насколько этот алмаз важен. Вот мы пока придумали, что это будет называться алмаз в короне. У нас много разных политических деятелей. Ну, на самом деле, жизнь, она говорит, пускай будут разные цветы, разные политики, но когда ты встречаешь такого состоявшегося политика, то, конечно, испытываешь чувство гордости, что на той территории, где мы живем, и где мы собираемся жить, работать, создавать самые различные программы для людей. Есть такие политики, как Эрнест Борисович Березкин,
Я на самом деле, в общем, по-белому завидую сама себе, что вот на той территории, где мы находимся, Саха, есть такой политик. И дай Бог ему удачи, дай Бог ему сил, дай Бог ему уверенности в том, что он делает. И дай Бог, чтобы, понимаете, его ходим любому политику, не угасал от всяких неприятностей, которые невольно встречаются в жизни. Удачи, на самом деле, не столько ему, сколько тем, кто будут за него голосовать и будут уверены, что их голоса будут идти на пользу Республики Саха.